говорит нам то, что надо бороться с этим грехом. О том, что можно выпивать большое количество алкоголя, и здесь нет никаких проблем. О том, что можно не изучать Божье Слово, все будет хорошо. Не обязательно каждый день молиться Богу. Бог и так все знает, Бог и так все слышит. И если мы хотим, мы найдем таких людей. А чаще лжеучителя нас найдут. Потому что это работа дьявола. И когда мы отделяемся, то он будет вырывать нас. Он будет вырывать свое логово. Потому что мы хотим грешить. Потому что мы хотим слушать ложь. Потому что мы не хотим уже бороться со грехом. Поэтому очень важно, чтобы лжеучителя не имели власть в нашей жизни. Это умирать для греха и жизнь для Иисуса Христа. Но кто такие истинные учителя? Снова книга пророка Иеремия, 1 глава, 4-10 стих. Мы видим о том, что когда идет обращение Бога к пророку Иеремии, он говорит, сам Бог в 7 стихе, «Не говори, я еще молод, ты пойдешь ко всем, кого я пошлю тебя, и будешь говорить все, что я повелю тебе». Мы видим о том, что сам Бог выступает инициатором. Когда мы идем кому-то что-то говорить, мы идем не потому, что нам захотелось показать, какие мы умные, как мы прожили жизнь, и у нас есть опыт. Нет, мы движемся на голос Бога, который говорит, подойди к этому человеку. И говорим не то, что нам хочется, а то, что Бог велит нам говорить. И в Матфея, в 7 главе написано о том, что учителя узнаются по плодам. Очень важно, какая жизнь у учителей. Насколько жизнь соотносится с тем, что они говорят. Они говорят напыщенные вещи какие-то, напыщенные слова, красивые. Да, даже берут стихи из Библии. У них другой дух, который производит разделение. И их же жизнь похожа на жизнь язычников, людей, которые далеки от Бога. Поэтому первый момент, как противостоять лжеучителям, это не жить в грехе, не любить свою плоть, но любить Бога. Следующий момент. Можно открыть дальше. Мы не должны идти на компромисс, когда дело касается лжеучения. Нам надо строго пресекать тех людей, которые нас отводят от Бога. Нам надо стоять твердо на Божьем Слове и стараться не быть в их обществе. Следующий момент – это авторитет Божьего Слова. 1 Тимофея 4,16. «Следи за собой, за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению. Если ты так будешь поступать, то спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя». Часто, когда мы слышим слово «спасешь», это мы сразу принимаем как спасение. Спасение к Богу. Но если мы почитаем всю 4 главу, она говорит про лжеучение. Если мы будем изучать Божье Слово, если мы будем знать Божье Слово, то мы сможем спасти себя от лжеучения. Мы сможем спасти себя от тех людей, которые будут говорить ересь, которые будут хотеть разрушить нашу жизнь. И мы не только себя спасем, но и тех, кто нас слушает. Потому что мы будем говорить истину. Мы будем подводить людей к Богу. Мы не будем помогать людям, основываясь на наш жизненный опыт. К большому сожалению, пройдя тот или иной путь, мы хотим этот опыт передать другим людям. И часто мы сначала прошли этот опыт, нашли подтверждение где-то в Библии, иногда, чаще всего вырвали этот стих, и пытаемся учить другим людям. Но важно, чтобы сначала был Библия, Слово Божье.
и потом шел наш опыт. Потому что мы можем помогать другим людям, только подводя их ко Христу. Только Бог может исцелять людей. Только Бог может спасать людей. Мы не во власти, чтобы спасать людей, либо исцелять. Мы можем быть только проводниками и инструментами того, чтобы людей повернуть, повернуть в сторону Бога. Либо мы будем надеяться на свой опыт, на свои философские знания и наоборот отворачивать людей от Христа. И последний пункт. Ефесянам 4 глава 15-16 стих. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию, и при этом все тело возрастает и созидается любви. Мы видим о том, что Бог призывает, чтобы мы были в церкви. Бог призывает, чтобы мы были одним телом. Мы все разные. Мы с разным воспитывались. У каждого разное духовное состояние. Бог каждому дал дары и таланты. И они чаще всего разные. Но когда мы собираемся вместе, у нас нет разделений, когда мы идем за Христом. Мы один единый организм, который не борется за власть, не борется за какие-то важные внимания. Мы просто хотим быть верными Христу и служить тем людям, которые нас окружают. Потому что важно помнить, что защита церкви – это ответственность каждого члена церкви. Пастор не может все видеть и замечать, о чем говорят люди. Хотя нас не так много, но все равно хватает людей. И пастору тоже нужна помощь. Когда люди проповедуют здесь, важно, чтобы мы сверялись со Словом Божьим. Сюда выходят тоже люди, которые тоже могут ошибаться. И, к большому сожалению, были у меня моменты, когда я искренне заблуждался о том, что верил в другое и говорил это. Но слава Богу, что находились люди, которые говорили, что я был неправ, показывали это на примере Слова Божьего. Была возможность признать свою ошибку и изменить свой путь. Поэтому церковь – это данная Богом возможность, чтобы мы помогали друг другу, возрастали во Христе. Другими словами, чтобы мы были ближе к Богу, чтобы мы были ближе к Иисусу, чтобы Его сила еще больше проявлялась на нас, Его защита больше проявлялась на нас. И когда наши отношения со Христом, с Богом восстановлены, тогда мы можем помогать и тем людям, которые нас окружают. Потому что если мы калечены, если мы без Бога пытаемся что-то делать, особенно если кому-то помочь, то чаще всего мы будем калечить этих людей. Я думаю, встречались с такими людьми, когда они вроде бы хотят помочь, они вроде бы заботятся, но они больше делают вреда, чем помогают. Мы когда начинали 2 Петра, мы говорили о том, что Андрей говорил про благодать, и когда мы можем этой благодатью в корыстных целях, наоборот, калечить людей. И важно, чтобы мы помогали друг другу. Мы говорили о том, что есть какие-то моменты, которые надо исправить. О том, что говорит Бог. Как мы проявляем заботу и любовь к тем людям, которые нас окружают. Чтобы, когда мы собирались вместе, мы на самом деле были одним телом, которое соединено и скреплено всевозможными связями. И все части его выполняют каждую свою функцию. При этом все тело возрастается и созидается любви. Хотелось бы, чтобы вы всегда держались Божьего Слова, чтобы вы хотели изучать Божье Слово, чтобы мы хотели строить отношения с Богом,
чтобы мы шли и исполняли те служения, которые нас призывает Бог. Чтобы авторитет Божьего Слова у нас никогда не колебался. И чтобы мы хотели быть в церкви. Мы хотели выслушивать те замечания, которые нам говорят. И помогать другим расти. Я бы хотел, чтобы мы все вместе поднялись и помолились. Если кто желает, может помолиться. Всемогущий Бог, я благодарен за Твое Слово. Я благодарен за то, что мы можем читать его, изучать, и то, что мы можем через это Слово узнавать Твой характер и узнавать Твою личность, Бог. Я прошу, Отец, что каждый из нас в первую очередь хотел строить отношения с Тобой. Чтобы мы хотели постоянно общаться с Тобой и постоянно хотели слышать Твой голос. Я благодарен за Иисуса Христа, который пришел в этот мир и умер за каждого из нас. За то, что мы можем иметь вечное отношение с Тобой. То, что мы можем находиться с Тобой в завете и можем получать от Тебя защиту. Мы просим Тебя, Отец, дай мудрости, когда мы будем сталкиваться уже учителя, чтобы мы могли надеяться только на Тебя и на Твою защиту, чтобы мы могли основываться на Твое Слово, чтобы мы твердо на нем стояли и были уверены в нем на 100%. Я даже прошу за каждого из нас, чтобы мы думали, что мы говорим, чтобы мы понимали ту ответственность, которая лежит на нас, и проповедовали настоящего Бога, живого Бога, который может каждого из нас спасти, каждому может дать силы и любит каждого из нас. Также я молюсь Тебя за церковь. Я благодарен за каждого члена церкви, Отец. Благодарен за то, что Ты даешь нам дары, таланты, и то, что церковь служит. Я прошу, Отец, помоги нам быть еще более сильными, чтобы мы хотели еще больше служить друг другу, чтобы мы ни в коем случае не били друг друга, не ломали друг друга, но покрывали любовью, с любовью говорили истину, чтобы мы помогали друг другу расти и подводили к себе. Мы просим Тебя, Отец, защити церковь от лжеучения. Храни церкви Твое истинное Слово, чтобы мы всегда полагались на него, всегда действовали так, как Ты хочешь. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Можете пару минут подумать о том, что хочется дополнить или поделиться чем-то. Спасибо, Леша, за слово. И вот, я хотел бы немножко сказать о том, что в принципе учитель действительно тот, кто учит, да, и можно научить просто будучи не имея образования учителя даже, вот, но читая Библию, иметь и понимание какое-то свое, да, вот, и можно научить. И когда мы кого-то учим, вот, мы имеем ответственность, да, мы имеем ответственность за то, чему мы учим. И всегда вот это есть, даже Библия говорит о том, что мы больше с тех людей очень большой спрос именно за то, как ты учишь и чему ты учишь. Вот. Именно Божье Слово. Поэтому сегодня очень часто и много люди хотят увести от Христа, от Его учения, хотят увести от Его Слова. И под разными какими-то, вот, не знаю, разными обертками, наверное,
вот, но увести от истины. То есть вроде бы все похоже, вроде бы все есть. Вот. И даже сегодня я вот недавно общался вот, с человеком, и вот что-то, но все равно хочется взять от закона и поступить как под законом. Мы знаем, что все Писание, оно богодухновенно. То есть оно все имеет, оно все слово от Бога, и оно имеет пользу для человека. Вот. Но мы знаем, что пришел Иисус и говорит: теперь я вместо закона. И когда Иисус сидел с учениками, и вот эта заповедь была, да, и Он говорит: теперь вот этот хлеб, который вы на Пасху кушаете, вспоминайте выход из Египта, вот, и все, что было, оно говорило о Христе, о том, что вот это будет Иисус. Ягненок, который должен был пролить свою кровь, он тоже будет Иисус. И даже сегодня я смотрю, вот этот закон, он все равно проникает в верующих, и которые говорят: вот, если Пасха, то что-то все равно нужно сделать обязательно. Вот, я не буду есть булки, я не буду есть еще что-то, то есть, определенные вещи, но под каким это углом все подается, то есть, то есть есть какие-то вещи, которые нам хочется исполнять, вещи, которые, может быть, от закона, вот, но мы хотим их в свою жизнь принести, заменив Иисуса Христа. И когда мы говорим вот о лжеучителях, это действительно то, что может прийти в нашу жизнь. И, возможно, кто-то, может быть, что-то, может быть, не понимает еще, да, и может научить другого. Вот. Многие есть разные конфессии, которые учат вот тому или иному. Вот. Но слава Богу, что верующие, верующие в Иисуса Христа должны видеть в центре Христа, в центре своей веры, в центре своей надежды, в центре своего спасения и так далее. То есть вера в Иисуса Христа и сам Иисус. Поэтому вот такие размышления у меня были недавно вот, о том, что праздники какие-то, может быть, христианские, еще что-то. Главное, чтобы они не подвели нас к закону и к тому, что мы должны что-то взять от закона и применить в своей жизни, и вот этим стать чем-то лучше, или что-то в нашей жизни должно стать лучше. Вот, поэтому там, где закон, Иисус говорил: исполни, да, или Павел говорил: исполни весь закон. То есть, если что-то берешь, бери весь закон и исполни. Но мы знаем, что мы много согрешаем и много нарушаем этот закон, поэтому для нас Иисус является той надеждой, той опорой, за которой мы стоим. Вот, поэтому спасибо большое за слово. Кто желает поделиться своими мыслями или что-то дополнить, можете поднять руку, и микрофон у вас уже в руках. Я слушал и применял это в первую очередь к себе. У нас вот было детское мероприятие, была такая хорошая программа, и я поймал себя на мысли не как уже учитель или что-то, а то, как я реагирую на то, что, по моему мнению, кажется не так. Вот в организации должно было быть вот так, да, а было вот так, как-то по-другому. И я вот сейчас себя проанализировал, насколько мои слова или мои действия, они были справедливы или они были покрыты благодатью. И я поймал на мысли, что я все-таки очень часто смел в себе выражаться как судья, который осуждает. Мне дали в руки какую-то скипетр, да, и я вот это кого казнить, кого помиловать. И это все не назидает церковь, это все разрушает. И я сейчас, наверное, нужно будет перед каждым, о ком я слово говорил плохо, пойти просить прощения, потому что это не созидает, а разрушает церковь всю.
Потому спасибо, Алексей, за то, что напомнил, какой все-таки я не совсем совершенный. И для таким самым буду стремиться. Потому пускай Бог благословит каждого из нас также помнить о том, что мы говорим между собой, какие-то микроотношения. Потому что одно дело, когда мы говорим с кафедры, да, мы за это отвечаем, и то же самое, что мы говорим друг о друге, когда кто-то этого не слышит, или какое у нас в наших сердцах к тому или другому человеку. Это тоже очень важно, потому что с этого строится церковь, с этого строится отношения, это показывает, насколько тот или другой брат или сестра мне родной. Потому что о чужом, о сводном я могу много что говорить, а о своем родном я не позволю себе так говорить плохо. Или, да, возможно, это были какие-то справедливые замечания, но все равно они не были покрыты какой-то любовью и благодатью. Вот так. Это было, наверное, мое личное исповедание, то, что я для себя лично принял и услышал. Спасибо. Тамара, пожалуйста. Спасибо. Да, Люша, спасибо за проповедь, прекрасная проповедь. И я что-то вот вспомнилась первая в протестантской церкви, первая проповедь, которая меня восхитила. Бог есть любовь. Бог есть любовь, и для меня это было так прекрасно, потому что казалось, что уже нет в этом мире любви никакой. И потом, еще пройдя немножко времени, я услышала еще, по-моему, «Хлеб наш насущный» читали. Иисус пришел на эту землю научить нас любить, терпеть, прощать. И вот я до сих пор, вот этот у меня, как на 1 мая несем, да, любить, терпеть, прощать. И как-то вот вспомнилось, первый брак неудачный был, очень быстро это все рухнуло на почве, как же терпеть, да, когда там, ножи, топоры пошли в ход. И если, конечно, не извращенное что-то, то, в общем-то, я думаю, когда во втором браке пришел такой момент, что надо разводиться, тоже думаю, нет, наверное, это что-то уже во мне, надо искать это все в себе. Ну и сейчас вот девчата, когда говорят: Тамара, прости, мы там пошутили немножко, я говорю: вы знаете, я прощаю сразу, мне уже осталось меньше, чем я прожила, и мне известно, когда это закончится, не хочу я ничего этого. Так что следите за собой, потому что, простив, дальше уже Бог работает. Любить, терпеть, прощать. Прощать, конечно, тоже очень-очень тяжело, но когда начинаешь вспоминать по деталям, что тебе Бог простил, тогда можно простить и другого. Я восхищаюсь нашими сестрами, которые не ожесточают сердца свои и которые красиво прощают. Я беру пример с наших молодых людей. Спасибо Богу за то, что есть церковь, которая есть семья для меня. Спасибо. Ну что, все? Еще желающие поделиться? Слава Богу за сердце, которое Бог дает, сердце, которое меняется и которое действительно видит где-то свои проблемы, и решает свои проблемы. Порой мы их, может быть, не замечаем где-то, да, но иногда есть люди рядом, которые с любовью где-то и говорят о том, что где нам нужно измениться, где нам нужно, возможно, прощения попросить и так далее. Хорошо. У нас еще есть прославление. Давайте мы... Хорошо, у нас есть
здесь еще не только прославление, есть еще и стихотворение. Вот, поэтому я могу передать микрофон. Хотела читать стихотворение, что надо раз 5, а может больше. И дальше ты сдерживала меня, но Бог все равно говорил, иди прочитай. Я хочу ободрить тех, что наш труд здесь не напрасен никакой. Что бы мы делали, Бог все знает, дает силы все пройти. Со дна поднимала всю грязь, ревела, спешила, как будто собой хвалясь. Река не текла, а крушила. Сплетая потоки воды, течением камня мешала. С лицом неизбежной беды селищей своей увлекала. Несла на кипящей спине и бревна, и мусор, и баржи, что в мутной ее глубине тонули уже не однажды. И падала речка в обрыв, летящим фонтаном срываясь. Он был несравненно красив, на тысячи брызг рассыпаясь. И в реку бы ту не входить, но вот парадокс. Сотни лодок спешат по течению плыть, не слыша ничьих отговоров. За лодками шли корабли, на борт захватив шик и праздность. Немногие люди могли в бинокле увидеть опасность. Но логике всей вопреки, подобно безумному стаду, любуясь пейзажем реки, неслись корабли к водопаду. Но речь не о них, а о том, кто в лодке почти обессилев, но, видя поток за бортом, концовку маршрута предвидев, гребет. День и ночь, годы два, и против течения весла гребет, и молитвы слова твердит то победно, то слезно. А с палуб больших кораблей, к себе зазывая в удобство, кричало немало людей. К чему этот цирк и упорство? Смени направление, шут, зачем тебе зря напрягаться? Ты выбрал неверный маршрут. Да что с чудаком объясняться? Так в гуще враждебной среды один против тысячи мнений, один против силы воды под резкость чужих изречений. Он плыл и в своем убежден, насмешки терпел и смирялся. На маленьком судне своем, пусть медленно, но продвигался. И вот стало легче грести, течение вдруг стало тише, река перестала нести, как будто пришла помощь свыше. И здесь, разжимая кулак, герой наш решил: получилось. И, выпустив весла, обмяк, на грудь голова наклонилась. А мысли шептали: ты смог, смотри, тихо лодку качает, а ты изнемог и промок. Поспи, ведь река позволяет. Всего лишь минутку и в путь, и вторили мысли все тело. Позволь хоть чуть-чуть отдохнуть, а после возьмемся за дело. И словно свинцом растеклась, с плечей до пят злая дрема. Уснул, ну а лодка кружась, и ветра дождалась, и грома, и к разным плыла берегам, на камни не раз натыкалась, навстречу зовущим волнам течением вновь увлекалась. Один за одним поворот, но спит человек непробудно, и весла упали на борт, и вам догадаться нетрудно о том, что прошел целый час минутного сна перерыва, а лодка неслась и неслась, пока не упала с обрыва. И нам ли в пути отдыхать? Река порвет весла и сбросит. Нам время грести, а не спать. Течение быстро уносит. Ты рук своих не расслабляй, и если вокруг все спокойно, прошу тебя, плыть продолжай, пусть трудно порою и больно. И сколько б ни плыли мы дней, ты помни, от Господа сила, и в лодке надежной своей греби против целого мира. Не зря нам дана благодать,
Чтоб нас укрепить в водах мутных. И я вам осмелюсь сказать, сей суетных дней и распутных. Неважно, кто как начинал, как верно кто шел и отважно, венчает нас только финал. Начало же будет неважно. Давайте встанем и вместе споем время пения наше материальное служение. Может, пусть Бог благословит.
Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за наше общение. Вот, благодарим Тебя за средства, которые Ты посылаешь для церкви, Господь, и каждый из нас по расположению сердца, Господь, жертвует для славы Твоей. Вот, и благодарю Тебя, что Ты располагаешь наше сердце. Благослови также и вот, церковь, благослови нас в общении, чтобы мы имели одно сердце в одном духе, Господь, славили имя Твое, имели дружбу с друг другом. Вот, пусть Тебе будет в этом благодарность, вот, что Ты даешь нам и радость, даешь любовь, Господь, и Ты даешь нам время уделять друг другу. Вот, поэтому благодарим Тебя за это время. Пусть Тебе будет за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присядьте. Сейчас мы посмотрим на наше объявление. Вот молитвенный вторник у нас онлайн или офлайн. Я думаю, будет хорошо, если у нас будет всегда офлайн и всегда онлайн. Вот это будет хорошо. Поэтому мы будем встречаться. Вот, и если у кого-то не будет получаться, можете подключаться. Поэтому слава Богу вот за это служение, за то, что можем вместе молиться, и нужды, которые мы пишем, за них потом друг за друга молиться. Вот. Что у нас там? В четверг домашняя группа. Вот. Бережный клуб 14, 19:00. Пятница изучение Библии на тему Завет. Вот. И предстоящее мероприятие Страстной четверг в 18:00 и 20 апреля в 11:00 Пасха. То есть это ближайшее, скажем так, на эту неделю. Вот. И дальше у нас 27-29 апреля спикап, город Брест, 3-8 августа фестиваль Библии. Вот. И 4-10 августа подростковый лагерь. Все эти мероприятия мы озвучиваем. Вот. Если есть какая-то инициатива с нашей стороны, куда поехать или где побывать, можете вот, себе брать это на вооружение. И в соцсетях у нас Инстаграм, Телеграм, ТикТок, Ютуб, прям все везде. Вот. До следующей встречи в воскресенье. Итак, у нас еще служение подошло к концу, но есть еще и объявление. У нас на этой неделе были праздники, днюхи, то есть день рождения. Вот, поэтому я хотел бы пригласить сюда именинников, которые у нас сегодня посетили. Вот. Люба. Любовь. Наташа. Иду, да? А где Оля? Да, у нас была неделя именинников, поэтому вот. Слава Богу за именинников, за то, что можем за них не только помолиться, но и вот вручить вот такие сладкие сувенирчики. Вот, пусть это вам немножко тоже порадует ваше сердце и желудок, не знаю, там, обоняние, что у вас там. Вот, поэтому давайте вместе встанем, помолимся за Тамару, за Любу, за Наташу, за Олю и еще за Олю. Вот, за их дни рождения, что Бог дал возможность уже, в принципе, все пройти и дальше вот ожидать еще одного. Вот сколько Бог даст. Поэтому давайте помолимся. Наш Бог, благодарим Тебя за наших сестер, которые на этой неделе
праздновали свои дни рождения, Господь, и Я могу я приехать благодарю Тебя за вот их сердце, за их с моей любовь, ситуацией которая в четверг. живет в их сердцах. Вот, благодарю Тебя, что Ты когда-то еще до сотворения мира знал каждого из них, Господь. И каждого из нас Ты видишь еще, когда нас еще не было здесь. Вот, я благодарю Тебя, что они открыли свое сердце для Христа. И сегодня они также вот, трудятся для Тебя, молятся Тебе, Господь. Вот, благослови семьи, вот, деток, внуков, и пусть Тебе будет в этом слава. Вот, а им сегодня пусть будет радость также. Вот, и дай нам поздравить их, и Тебе пусть будет за это радость наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте все вместе споем. Это, наверное, было что-то... Фальстарт, да?